эфире специальный выпуск новостей, в студии Ксения Лосева. Здравствуйте. Глава Коми Владимир Уйба записал видеообращение к жителям республики. Полную его версию смотрите прямо сейчас. Бурлон Донайортис. Добрый день, уважаемые жители республики. Сегодня расскажу вам о развитии рыбной отрасли в республике Коми. Встречаясь на территории республики с вами, уважаемые жители, особенно это район муниципалитета Усинский, Ижемский, Устылимский, Ударский, звучит очень много вопросов, что делать с рыбными биоресурсами и как подступиться к восстановлению рыбных ресурсов, которые, к сожалению, уменьшаются год от года в наших реках. В связи с этим действительно поставленная мною задача в республике создать и республиканскую программу по развитию рыбной отрасли и выйти с инициативой на уровень правительства Российской Федерации об этом же. Что сделано уже на сегодня. В 2021 году по линии регионального министерства сельского хозяйства республики государственную поддержку на развитие и создание рыбных хозяйств получили 3 предпринимателя. Это Валентина Михайлова из Кайгородского района, здесь приобретено оборудование для выращивания форели. Владислав Тарабукин из Сыктывдинского района расширяет свое рыбное хозяйство, и на это тоже предусмотрены средства с тем, чтобы он вышел на 10 тонн форели в год. Степан Артеев из Ижемского района на средства гранта, полученные на развитие семейной фермы, открывает цех по переработке рыбы. И еще один цех по переработке рыбной продукции планируется запустить в Ударском районе, кооператив «Агроудара». Они намерены заявиться с этим проектом на поддержку в этом году. В муниципалитете есть свободное помещение для создания этого цеха. Нужны средства для его дооборудования. На территории Сыктывдинского района планируется реализация проекта «Жемчужина Пытчима». Он предполагает обустройство искусственных озер для разведения рыб на месте разработанных карьеров. Что же касается сохранения и восстановления рыбных запасов рек наших, Минсельхоз Республики Коми инициировал создание программы «Арктические лососевые». И именно эта программа и будет направлена на пополнение рыбных запасов, увеличение объемов искусственного воспроизводства лососевых и развитие сельского хозяйства. Сегодня республике не хватает мощностей, чтобы действительно компенсировать ущерб, который нанесен водным биоресурсам. Для примера, чтобы вы понимали, уважаемые жители республики, в реке республики ежегодно выпускается от 1,5 до 3 миллионов мальков. Это мальки сига, хариуса. В то время, когда надо, для того, чтобы это реально было восполнением, нужно выпускать 320 миллионов. Для восстановления действительно реально рыбных ресурсов республике требуется строительство рыбоводного завода. И региональным Минсельхозом этот вопрос проработан, и в бюджете 2022 года предусмотрены средства для подготовки рыбоводно-биологического обоснования, с тем, чтобы мы могли далее уже представить это обоснование на федеральном уровне и получить средства государственной поддержки. Вот такова программа, таковы первые шаги. Хочу заверить, что это одно из приоритетных наших направлений, правительства республики, и мы будем наращивать на этом направлении силы и средства. По эпидобстановке мы опять растем, как я и говорил, к сожалению, мы вошли все-таки в период роста, и этот рост будет
И дальше я уже говорил о том, что мои предположения, что мы войдем сейчас и, к сожалению, с этим ростом в новый штамм омикрон, который точно даст еще больше рост, но пока это вот точно совершенно наши послепраздничные, что называется, контакты. Ну вот вчера было 83 случая за сутки, сегодня уже 91 случай. И растут большие города, в общем, ничего не меняется, снова Сыктывкар, Ухта. По заболевшим, среди 91 человека снова есть привитые, то есть это опять вопрос к тому, что заболевшие заражают всех, в том числе и привитых. При этом, опять же, из 27 человек заболевших, привитых, все болеют, переносят легко, ну или средней тяжести заболевания, в основном на амбулаторном лечении. Теперь по умершим. К сожалению, у нас опять начало повышаться количество умерших. 11 человек умерло за сутки, но среди умерших нет ни одного вакцинированного. Ну вот к вопросу вакцинироваться или не вакцинироваться. Надо сказать, что мы вот за последние сутки достаточно неплохо добавили по вакцинированным, полностью завершили вакцинацию 380 839 человек, за что вам огромное спасибо, и прошли ревакцинацию 59 233 человека. При этом остаток вакцины у нас более чем объемный, это свыше 148 тысяч доз, поэтому снова и снова напоминаю, что нужно принимать решение вакцинироваться, потому что это совершенно точно сегодня единственный способ уберечься от омикрона, который, к сожалению, носит совершенно другой объем по заражению. И если мы раньше говорили, что один заболевший ковидом заражает 10 человек, и на этом может быть цепочка и прерваться, то сегодня штамм омикрон по европейским оценкам заражает, один человек заражает 100 и более человек. Вот опять же вам для понимания, что, конечно, с таким количеством, если у нас заражаются в первую очередь, конечно, не привитые. Привитые, опять же, вот в соотношении максимум до 10% от непривитых. Поэтому, конечно, если мы все-таки к концу января подойдем максимально привитыми, то шансов у омикрона будет меньше. В противном случае все сегодня, кто у нас не привитой, и уже омикрон не будет спрашивать, есть у тебя противопоказания, нет противопоказания, заболеют, потому что, еще раз повторяю, вот по европейскому опыту заражение очень активное, и, к сожалению, от омикрона практически никто уберечься не может. Поэтому, уважаемые жители республики, на этом у меня сегодня вся информация. Еще раз призываю приходить вакцинироваться. Все для этого есть, и вакцина, и пункты вакцинации открыты. Всего вам самого доброго, до следующей встречи. Это был специальный выпуск новостей. Всего доброго и до встречи в эфире.